Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, что помешало водителю фуры доехать из Кирова в Тольятти. Я вошел в поворот скользкий, чтобы... И кто теперь будет возмещать ущерб за поврежденный груз? Не знал, что украл. В драке сумку забрал. Там оказалось деньги. Неожиданный сюрприз для грабителя. А также покусился на руку автоинспектора. Недоволен, конечно, собой. В первую очередь тем, что все-таки пришлось это все перенести. Почему пальцы стражи порядка стали для автомобилиста лакомым кусочком? Это и не только. Прямо сейчас. Фура, груженная металлической тарой, не вписалась в поворот в Зеленодольском районе. Грузовик перевернулся на развязке дорог возле деревни Сафоново. Водитель был госпитализирован с места происшествия в больницу. Впрочем, после оказания помощи мужчина вернулся туда, откуда все началось. С ним поговорил Айрат Назипов. Завозили в больницу, швы наложили все. Сразу после аварии на место происшествия приехали экстренные службы. Водителя предположительно с травмой головы госпитализировали в больницу. Получив необходимую помощь, он перебинтован и вернулся обратно. Рассказал, что ни с кем не сталкивался и никто его не подрезал. Лишь какую-то секунду потерял управление над машиной. Скорость выбрал, как обычно, 60 лет. Я вошел в поворот скользкий, чтобы... Дальнобойщик отметил, что за 40 лет водительского стажа он попадает в такую аварию впервые. До происшествия направлялся из Кирова в Тольятти. Вез металлическую тару. В итоге весь груз вместе с грузовиком оказался в снегу. Большая удача, что при столкновении не участвовали другие машины, иначе последствия могли быть куда серьезнее. В целом удар был такой силы, что водитель грузовика, скорее всего, понесет ущерб на миллионы. Водителю же оставалось сломать голову над тем, как вытащить свое транспортное средство из кювета. Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Помощь медиков потребовалась и водителям столкнувшихся автомобилей на пересечении улиц Вишневского и Достоевского. На место аварии прибыли 2 кареты скорой помощи. Впрочем, один из автомобилистов отказался от госпитализации. Он рассказал Рамилю Шайдуллину о причинах аварии. Приехали скорые, загрузили, уехали, а на меня положили, я сидел, еще стоял. Дождавшись второй кареты скорой помощи, водитель Volkswagen все же отказался от госпитализации, заявив, что сам поедет в медицинское учреждение, но только после оформления аварии. Девушку водителя «Лады» врачам пришлось госпитализировать. Водитель же иномарки считает, что в аварии могло бы быть куда больше пострадавших, если бы не его вмешательство. Лезть на зеленый пешеход был, если я не вышел бы на сбили бы и пешехода. А как все было-то? Как ехали? Да ничего, я еду по своему, я еще из Тупанова, я еду, у меня зеленый горит. А она, айда с той полосы, как начала пешеход в середине еще. Я вовремя выехал, перехватил ее. Да и все. Молодой человек заявил, что двигался на разрешающий сигнал светофора по улице Достоевская, тогда как отечественный автомобиль по улице Вишневского на красный. Очевидцы за меня, видеорегистратор, все подъехали сюда, все показали. Так ли это было, инспекторы узнают после того, как поговорят со второй участницей аварии. Учитывая, что перекресток оборудован камерами видеонаблюдения, восстановить всю картину произошедшего не составит труда. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Изнасиловал ребенка. В преступлении подозревают 28-летнего жителя Казани. Мужчина, по версии следствия, в одной из социальных сетей познакомился с 12-летней девочкой. Встретив ее после школы, отвел в съемную квартиру, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Все повторилось и на следующий день. Тревогу забила мама пострадавшей, когда обнаружила интимную переписку. Спустя некоторое время моя девочка, просматривая ее мобильный телефон, обнаружила ее переписку с подозреваемым, после чего незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Будучи задержан, мужчина свою причастность к совершению преступления признал частично. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С отравлением продуктами горения доставили 12-летнего мальчика в больницу. Сегодня ранним утром на улице Рихарда Зорги горела квартира в 9-этажном доме. Едкий дым, проникший в верхние этажи, стал заполнять квартиры, и в результате этого подросток отравился угарным газом. Еще 4 человек спасатели вывели из опасной зоны, надев на них маски. По предварительным данным, причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.
Погибла в огне в собственном доме. Трагедия произошла в поселке Аксубаево. Огнеборцев вызвали очевидцы. Они сообщили им, что горит одноэтажный бревенчатый дом, в котором может находиться его хозяйка. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание за считанные минуты. Огнем были уничтожены крыша, потолок и обгорели стены. Общая площадь пожара составила более 80 квадратных метров. В ходе разбора сгоревших конструкций обнаружили тело женщины. Предварительная причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Обиделся и ограбил. Полицейские задержали 40-летнего мужчину, который после словесного конфликта с незнакомцем в баре догнал его в одном из дворов, несколько раз ударил и украл барсетку. Открыв ее, как потом признался, был приятно удивлен. В сумке лежали больше 260 тысяч рублей. Предполагаемого преступника нашли меньше, чем через полчаса после произошедшего. Признает ли он свою вину и что ему за это грозит, узнала Нафиса Минязова. Сколько денег? 200 с лишним тысяч. О том, что в барсетке была крупная сумма денег, говорит, не знал, увидел только тогда, когда уже убежал с ограбленным. В драке сумку забрал. Там оказалось деньги. Задержанный признался полицейским, что решился на ограбление из-за обиды, поскольку поссорился с потерпевшим незадолго до того, как решил на него напасть. Он рассказал, что незадолго до инцидента в баре у него произошел словесный конфликт с потерпевшим. После этого оскорбления продолжились на улице. Решив отомстить обидчику, подозреваемый проследил за молодым мужчиной и, настигнув его в одном из дворов, нанес ему несколько ударов и забрал имущество. Далеко убежать с награбленным злоумышленник то ли не смог, то ли просто не захотел. А задержали где? Неподалеку. То есть в этот же день? В этот же день, да. Буквально минут через полчаса, может. Его задержали, краденый он потратить не успел и вернул деньги потерпевшему. Вину свою отрицать мужчина также не стал. В настоящее время по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Сейчас задержанный решением Московского районного суда, заключен под стражу. Если его вина будет доказана, последующие 7 лет он может провести в местах лишения свободы. Нафиса Минязова, вызов 112. Игра в карты стоила жизни 48-летнему жителю Зеленодольска. В минувшие выходные в подъезде одного из домов по проспекту Строителя было найдено тело мужчины с колото-резаным ранением. Следствие полагает, что подозреваемые и потерпевшие распивали спиртные напитки в квартире их общего знакомого. При этом играли в карты. Когда один из мужчин начал явно проигрывать, между ними на этой почве разгорелся конфликт. Хозяин квартиры выгнал разбушевавшихся друзей. Но те продолжили ругаться в подъезде. И проигравший нанес смертельное ранение своему собутыльнику, которому в игре, к слову, везло. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний местный житель, который причастность к совершению преступления признал частично. В настоящее время судом по ходатайству следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Крупная партия запрещенных предметов не попала в руки заключенных. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний пресекли передачу в исправительную колонию номер 18 мобильных телефонов и комплектующих к ним. Wi-Fi, роутер, беспроводная Bluetooth-гарнитура, зарядное устройство и наушники. Не попали в места лишения свободы также спиртосодержащая жидкость и несколько пакетиков дрожжей. Дрожжи нужны арестантам для приготовления браги и производства самогона в самодельных аппаратах из пластиковых бутылок и трубочек. Эти предметы также были обнаружены в мешках с картофелем, которые завозили на территорию исправительной колонии. По данному факту проводится проверка и выявляются причастные к преступлению лица. Покусился на руку автоинспектора. В Нижнекамском суде рассматривали необычное дело. 31-летний мужчина в нетрезвом состоянии искусал остановившего его сотрудника ГИБДД. Из зала суда Алия Хайруддинова. Взгляды всех присутствующих прикованы к рукам потерпевшего. Все цело, все на месте. Но, как следует из материалов уголовного дела, именно пальцы инспектора ДПС стали для подсудимого лакомым кусочком. Он укусил 1, 3, 4 пальцы левой кисти инспектора Васильевича, причинил последнему телесное повреждение, физическую боль и страдания. Укушенный инспектор – это финальная сцена того, что вытворял подсудимый на дороге сентябрьской ночью минувшего года. Это была езда по встречной полосе, потом попытка уйти от полицейской погони, грязное ругательство после задержания. Все это в состоянии алкогольного опьянения, которое стало отягчающим вину обстоятельством. В совокупности подозреваемому грозило до 5 лет лишения свободы, но полное признание вины, сотрудничество со следствием и принесенные извинения уберегли его от тюремных нар. Признать виновным
в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. На основании статьи 73 УК РФ назначено наказание Науменко считать условным с испытательным сроком 1 год. Ожидал, конечно, да, более жесткого, более сурового приговора. Но да, доволен, но недоволен, конечно, собой. В первую очередь тем, что все-таки пришлось это все перенести. Раскаиваешься? Да, раскаиваюсь. Раскаиваться придется долго. Вместе с приобретенной судимостью любитель покусаться на 3 года лишился водительских прав. Алия Хайрудинова, Наталья Лушникова, Фахри Исламов. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.